Обращения разные, решение скорое. Владимир Сластенин в Магасе провел прием граждан. Подробности в начале выпуска. Годовщина подвига легендарного летчика. Сегодня исполнилось 28 лет со дня гибели под Липецком Сууламбека Асканова. В регионе почтили память первого героя России. Давно вокруг них не было столько шума. Компании-производители платят работникам за дополнительные смены. Кому опасность для жизни, а кому возможность заработать. Коронавирус стал причиной скачка цен на защитные маски. Сколько они стоят в Ингушетии? Все прошло успешно, особенно для нас, как мы заняли первое место. 4 дня соревнований позади. Региональный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills завершился. Подведем итог конкурса. Обрывы были везде, провода старые, 60 лет, как приличие. Снижение потерь и обновление энергохозяйства региона. Расскажем о реконструкции линий электропередач в Назране. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Исполняющий обязанности председателя правительства региона Владимир Сластенин в Магасе провел прием граждан. Заявители обращались по разным волнующим их проблемам. В частности, жительница города Карабулак, мать 5 детей, попросила содействия в вопросе зачисления ее ребенка в гимназию. По словам женщины, все старшие дети учатся в этом образовательном учреждении. А 5-го ребенка директор школы отказывается принимать, ссылаясь на то, что территориально их микроучасток теперь относится к новой школе. Постановление городского города, постановление. На основании этого осуществляется прием в первый класс с 1 февраля текущего года. В нулевой класс хотела устроить, у меня так и не получилось. Я его отдала в 4-ю школу, потому что дети, у меня ни один ребенок в садик не ходил. Вот у нас министр образования говорит, что она свяжется. Мы сейчас возьмем на контроль, это у нас тоже на контроль все берут. А как же там 4 учат? Владимир Сластенин поручил министру образования региона Эссет Боковой разобраться в данной ситуации и оказать содействие в зачислении ребенка в гимназию в ближайшее время. Выпускник химико-биологического факультета ИНГУ и обучающийся сейчас в магистратуре обратился по вопросу трудоустройства учителям химии или работникам лаборатории. Министр образования сообщила, что сейчас в республике строится ряд школ, и Минобрнауки будет рассматривать его кандидатуру на должность учителя химии. Следующий вопрос, с которым жительница города Карабулак пришла на прием, касался оказания материальной помощи. По ее словам, серьезное заболевание требует многочисленных финансовых затрат. Владимир Сластенин поручил Минздраву Ингушетии оказать ей помощь заявителю и направить в региональный онкодиспансер для комплексного обследования. У него был только миг, чтобы увезти свой МиГ-26, тем самым спасти жизни десятков человек ценой собственной. Со дня гибели и героического подвига Сууламбека Асканова сегодня исполнилось 28 лет. Трагедия произошла под Липецком 7 февраля 1992 года. На месте крушения первому герою России установлен памятник. Генерал-майор авиации любил небо, родину и людей. Его мужество и храбрость – пример для многих поколений. В регионе сегодня почтили память легендарного летчика. О героическом подвиге Асканова в Ингушетии знают даже самые маленькие. Памятное мероприятие прошло в детском саду Назрани. Репортаж Хавы Гагиевой. Глядя на эти голубые пилотки, тщательно выглаженные наряды и пылающие от волнения лица ребят, заметно, что юные артисты усердно готовились к выступлению. Дошколята с воодушевлением рассказывают о легендарном человеке и дают прочувствовать все волнения зрителям. О мужестве твоей отваги уж много слов успели написать, когда стоял от смерти своей саги. О чем ты думал, мне хотел узнать? О чем ты думал, глядя бесконечность, когда своей жизнью рисковал? Мне кажется, лежу в чужом окошке, ты мать свою родную увидал.
На мероприятие приглашены не только родители, здесь и сотрудники музея краеведения и сестра Суланбека Асканова. Это не просто дань уважения человеку, ставшему примером мужества для всего народа. Это как один из лучших примеров воспитания поколений. Такие маленькие и знают о своих героях, как они о Суланбеке отзывались, как они о Суланбеке говорили. Это очень хорошо. Видно, воспитатели с ними поработали хорошо. И я очень рада, что у нас есть вот такие дети. Чистые голоса, искренность исполнения и особая атмосфера героизма не оставляет никого равнодушным. Чтобы это мероприятие по-настоящему запомнилось, дошколята постарались на славу. Труд ребятишек не может не остаться незамеченными. Их награждают почетными грамотами и подарками. Конечно, обидно, что жизнь оборвалась его, когда он был совсем молодым. Все равно память о Суланбеке будет жива вечно, и подвиг его будет бессмертен. 7 февраля 1992 года, когда Асканов выполнял очередной полет, у самолета произошел отказ управления. МиГ стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет, но сам катапультироваться не успел. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Герою России Суланбеку Асканову памятное мероприятие в амфитеатре посвятили артисты Госфилармонии. В качестве приглашенных гостей были школьники, студенты, те, кто знают и восторгаются историей жизни Суланбека Асканова. Артисты исполнили патриотические песни, посвященные мужеству и отваге достойного сына своего народа. Здесь организовали и выставку фотографий, на долгие годы запечатлевшие знаковые моменты из жизни легендарного героя. Уже 28 лет мы каждый раз вспоминаем и проводим мероприятия, поэтому это не забывается, и хочется выразить огромную благодарность за такого сына родителям, родственникам. Бизнес, экономическое мародерство или как заработать на коронавирусе. Жители разных регионов страны жалуются на резкий скачок цен и нехватку медицинских масок. Налицо явное нарушение антимонопольного законодательства. Недобросовестные владельцы фармпредприятий и аптек значительно завысили цены на фоне паники из-за распространения смертельного вируса, жертвы которого увеличиваются ежедневно. Мониторинг цен на маски проводят сотрудники антимонопольной службы и Росздравнадзора. Репортаж Дианы Дударовой. Давно вокруг них не было столько шума. Компании-производители платят работникам за дополнительные смены. Спрос на медицинские маски с начала этого года резко повысился, а вместе с ним взлетели и цены по всей стране. Стала ли вспышка коронавируса возможностью побольше заработать для некоторых предпринимателей, уже разбираются. Более 600 погибших, около 32 тысяч зараженных. Цифры жертв коронавируса с каждым новым днем ужасают все больше. Такое положение дел объясняет беспокойство людей и меры профилактики. Спрос на медицинские маски увеличился в стране порядка в 11 раз. Было меньше, сейчас побольше, конечно. Спроса побольше. Для безопасности покупаем маски дома, чтобы не заразиться, особенно в общественных местах. В России подтвердились 2 случая заражения в Тюмени и Забайкалье, оба граждане Китая. Вместе с этим начался настоящий ажиотаж в аптеках. За последние 2 недели в стране скупили почти 1,5 миллиона масок, а в ряде регионов острый дефицит. Некоторые фармацевты и поставщики решили не упускать такую возможность и сорвать настоящий куш. Маски, которые приобретали за 1,5–2 рубля в ряде аптек, теперь стоят от 70 до 100 рублей. Спекуляции предпринимателей не остались без внимания главы государства. На встрече с правительством Владимир Путин потребовал закрывать и лишать такие аптеки лицензии. Решили нажиться. Надо выявить таких. Хорошо. По каждой организации принять решение, то все. Хорошо. Чтобы неповадно было в следующий раз. У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, даже избыточная. Поэтому, если 2-3 таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет.
Похожие методы применяют уже и в Китае. Так, в назидание другим одну из аптек оштрафовали на $500 000. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы и Росздравнадзора уже проводят рейдовые мероприятия по всей стране. Выяснилось, что в Забайкальском крае цены выросли в 8 раз, в Курской области в 35 раз. С целью выявить завышение на маски представители надзорных органов Ингушетии с начала недели наведываются в региональные аптеки. Маски в наличии есть в достаточном количестве. Вы можете назвать минимальную цену и максимальную цену? Буквально несколько недель назад медицинские маски здесь можно было приобрести за 2 рубля. Сегодня эта цена повысилась до 5 рублей. Купить неоткуда. Это последние поставки, и мы удачно их закупили. И поэтому вы повышаете на 3 рубля цену? Нет, это не мы повысили, мы так закупили. Поэтому, соответственно, цена такая. То есть поставщик завышает? Да, поставщики завышают цены. На некоторых складах даже одна маска стоит вплоть до 45 рублей. Росздравнадзор объясняет, поставщики, завышая на этот вид товара цены, не нарушают законодательство, так как на средства индивидуальной защиты нет предельной цены, как, например, на другие лекарственные препараты. А надбавки в несколько рублей в зависимости от цены приобретения незначительны. И мы, в свою очередь, выполняем эту работу. Это еженедельный мониторинг, ежедневный мониторинг с нашей стороны, с управления Росздравнадзора. Ну, как выявила ситуация, дефицита в наличии масок на территории республики сейчас нет. У нас маски есть в наличии в достаточном количестве во всех организациях. Минимальная цена на сегодняшний день на территории республики – это 3 рубля, максимальная цена превышает 12 рублей. Цены в аптеках Назрани не кусаются, как, например, в Магасе. Владельцы некоторых аптек даже решили пока не продавать маски. Их поставщики тоже просят необоснованные суммы. Признаются, что даже стесняются за такую цену продавать их людям. А кто-то из жителей даже скупает их десятками тысяч, чтобы отправить в Китай, где сейчас они на вес золота. Уже закупочные 26. Люди закупают. 26 рублей? Только закупочные. Даже больше. А последний раз они у вас когда были? Где-то недельку назад были по 8 рублей. И раскупили уже? Даже дому на руки не давали по 5 штук, по 3 штуки, мало целых. Да, а почему? Чем это объяснить? Ну, в Китае же все уходит. На такие случаи ФАС Ингушетии будет предпринимать меры антимонопольного реагирования. Информацию об изменении цен на медицинские маски в регионах страны территориальные управления ФАС должны направлять в центральное ведомство. Сделали запросы в крупнейшие аптечные организации, запросы по предоставлению отчетности. Данные организации должны будут предоставлять отчетность еженедельно, сведения о марках масок, сведения о ценах приобретения, ценах реализации масок. Если цены на маски повышаются, то на противовирусные не колеблются. Коронавирус совпал с сезоном, когда активизируется ОРВИ и грипп. Профилактика – единственная защита от этих напастей. Все мы в масках ходим, даже без коронавируса. Можно смело сказать, статус самого востребованного товара на фармацевтическом рынке с начала этого года закреплен за медицинскими масками. В случае обнаружения необоснованного роста цен или дефицита масок жители республики могут обратиться по телефонам горячих линий УФАС и Росздравнадзора Ингушетии. Маски есть? Да, есть. Не можно? Сколько штук? Так, на 100 рублей сколько? Не меньше жители региона обеспокоены информацией, которая появилась на днях в соцсетях, что в дагестанском Кизляре несколько человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Распространили фото с медицинским работником в защитном костюме. Минздрав и СМИ Дагестана эту информацию опровергли. Тем временем случаи заболевания выявлены более чем в 2 десятках стран. Вакцины против вируса пока нет. Как сообщают специалисты, в среднем для ее разработки понадобится от 3 до 5 месяцев. Диана Дударова, Майербек Межоев, Новости 24. Так кто же стал лучшим? В Северокавказском топливно-энергетическом колледже подвели итоги регионального этапа чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В течение 4 дней 200 участников на 7 базовых площадках в 8 компетенциях оспаривали звание лучшего мастера своего дела. Победители конкурса представят республику на юбилейном чемпионате WorldSkills в Казани. Тему продолжит Жаредат Халухоева.
16 номинаций, более 50 призеров, каждый из которых на этом чемпионате выложился на все 100, доказывая уровень мастерства и знаний, приобретенных в родном СУЗе. За победу в номинации «Правоохранительная деятельность» боролись 5 команд, но первое место уверенно заняли студенты пожарно-спасательного колледжа. Все прошло успешно, особенно для нас, как мы заняли первое место. Наши соперники тоже отлично выступили. Я хочу им пожелать дальнейших успехов. 3 дня упорных демонстраций своих навыков и престижа рабочих профессий позади. Студенты из 6 СУЗов республики успели за это время не только доказать, что они лучшие в своей профессии, но и набраться колоссального опыта у собственных соперников. Наградить участников соревнований приехали почетные гости. Я вот проходил вместе с директором по вашим классам, смотрел, насколько девушки и так изумительно сделали. Вот проводка сделана все со вкусом, замечательно. Вот это, наверное, очень и очень важно. Я хочу, чтобы все это приумножалось, чтобы увеличилось, и чтобы слава о вас, а раз это будет слава о вас, эта слава будет и о нас, о стариках уже говорится. Нам будет это очень приятно. В добрый путь. Спасибо. В этом году WorldSkills объединил более 200 участников. Впервые среди них были учащиеся школ и работники с большим опытом. Организаторы внедрили новые возрастные линейки – электроника юниор и навыки мудрых. Последние опытные специалисты старше 50 демонстрировали свое мастерство в компетенции электромонтаж. Лучшим среди них оказался Магомед Байсагуров. Показывать ребятам, как надо работать, и самим соревноваться. Так что нам пришлось и так напрягаться. Ну, естественно, дух соревнования сразу же возник. Начали мы соревноваться между собой, 5 человек нас было. Я лично соревновался с 4 участниками, работающими на МРСК Республики Ингушетия. Они были уже электрики с стажем 25-30 лет, 35 лет у них. Ну, а мне, как преподавателю этого колледжа, было теоретически легче, а им практически легче. Но в любом случае получилось так, что я выиграл. Новыми направлениями в этом году были цеха малярных и декоративных работ, а также сухого строительства и штукатурных работ. Но несмотря на это, от всего увиденного в нашей республике за эти дни у экспертов и гостей остались только положительные эмоции. Участники показали настоящий профессионализм, а уровень проведения регионального чемпионата ни в чем не уступал всероссийскому, поскольку задействованы были лучшие специалисты и вся необходимая техника. Видна очень глубокая и сильная работа ваших преподавателей, кто готовит участников. Работа экспертов, она сбалансированная, она планомерная, она без рывков, без дерганий. То есть все организовано было и подготовлено в чемпионате таким образом, и это в том числе помогло участникам достойно выступить. Ну и, конечно же, те знания, которые они получали в период подготовки. Ингушетия присоединилась к движению WorldSkills в 2013 году. И с тех пор каждый год республика становится площадкой для отбора участников на национальное первенство. Те люди, которые у нас получили первые места, учащиеся, победители, они до апреля месяца, до отборочных соревнований, еще несколько раз съездят на стажировки, посмотрят, как готовятся к отборочным соревнованиям другие участники, наберутся опыта. И в апреле месяце, после того, как они пройдут отбор, они уже попадут в национальную сборную. Ну, я думаю, что, смотря на результаты, что несколько человек в национальную сборную у нас все-таки пройдет. Потому что безумно талантливые дети, очень интересные профессии, востребованные профессии. Итоги регионального чемпионата WorldSkills подведены, но впереди у ребят задача ничуть не легче. Достойно продемонстрировать свои знания и мастерство в Казани на уровне целой страны. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24. Музей краеведения пополнился бесценным экспонатом. Одну из витрин хранилища украсил китель ветерана Великой Отечественной войны Алаудина Имагожева. Щедрый подарок музею преподнесла семья героя. Это не просто очередной экспонат, а история жизни и подвига ветерана, которая отражена в многочисленных наградах. Жарадат Хулхоева оценила. Решили передать мундир своего отца в наш музей, чтобы потомки
это наше, видели это все. Увешаны многочисленными наградами, за которыми пример огромного мужества, проявленного на фронтах Великой Отечественной. Это зеленый мундир, свидетель личной победы Алаудина Имагожева над фашизмом. Почти четверть века он был в рядах советской армии. Война застала его на курсах усовершенствования командного состава, где он являлся инструктором по конному делу. Боевое крушение у него было под Таганрогом, когда немецкие войска уже зашли в Ростовскую область, их отправили первую в Таганрог. И там он получил ранение. И после ранения его отправили в госпиталь в Ташкент. Там он лечился, и после этого он уже попал в Сталинград. Уже в Сталинграде, идя в передовом отряде наступающих советских войск, эскадрон под командованием Имагожева северо-восточнее города Клецка окружил и пленил большое количество румынских войск. За эту операцию Алаудин Албастович был удостоен ордена Красной Звезды. И таких подвигов было немало. К 66-летию победы список воинов-ингушей представленных звание Героя Советского Союза. 29-м стоит Имагожев Алаудин Албастович. Тут очень много людей наших, которым уже дали звание. Это Абадиев, Японец, Албаков, Ахмед, Албагачиев, Арчаков. Вот эти люди. Вот битва за Сталинград, за участие Сталинграда у него орден. Это удостоверение к ордену. Вот орден сам. Боевой путь Алаудина Имагожева протянулся от Кавказа до Кенигсберга. Много раз смерть смотрела ему в лицо. Немало было и горечи утрат боевых товарищей, отдавших жизнь за родину. Эта потеря ощущалась им сильнее радости победы, делится сноха ветерана Ася Имагожева. Он не любил говорить о войне, но те немногие истории были связаны именно с ними. После военных действий каких-то он остался один, товарищей не стало. И вот пока он ждал подмогу, он как он рассказывал, чтобы не сойти с ума от всего, что произошло в тот момент, наверное, вокруг трупы. Так больше он про военные действия никогда не рассказывал. Мы гордимся, что он был у нас таким. Конечно, очень сильно его не хватает. С военной карьерой Алаудин Имагожев расстался в 1946 году, возложив на себя не менее важную службу на мирном поприще. Он участвовал в строительстве Волгодонецкого канала, затем окончил горный техникум, работал начальником карьера. В 1961 году он вернулся в Назрань, где возглавил вновь созданную заводскую первичную партийную организацию. Ветеран войны, коммунист, любящий отец и дедушка. Его не стало в 1999 году. Он мне как друг был, не как дедушка. Я с ним общалась как со своим сверстником. Мы будем гордиться все. То, что сегодня мы передали многие вещи, наши архивные медали, которые должны видеть все, не только мы. Эта гордость переполняет и работников музея. Звон этих орденов и медалей не раз слышали в этих стенах еще на живой груди ветерана. Он был здесь частым гостем, помогал собирать архивные материалы. И, можно сказать, стоял у истоков создания музейного фонда. Он же закончил Вторую мировую войну. Таких людей мало. Конечно, я помню его с детства. Я был знаком с ним. И я его запомнил таким. С войны люди возвращаются озлобленные. Он пришел очень добр. Вот он одно из лиц победы, которые нам принесли мир. И сегодня он там будет размещен тоже, в этом проекте. В зале боевой славы музея десятки мундиров с боевыми наградами героев Великой Отечественной войны. Китель Алаудина Имагожева также занял свое достойное место среди них. Это воспоминания о незабываемых днях войны и последующей мирной созидательной жизни. Радат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24.
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне некоторым категориям граждан страны полагаются единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей. Такой указ подписал Владимир Путин. Средства будут уплачивать в апреле-мае инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. В число получателей входят и граждане, постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты полагаются также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной и войны с Японией. Программа снижения потерь в действии. В Ингушетии реализуют масштабный проект по реконструкции распределительных сетей. Работы по реконструкции линий электропередач инвестируют Россети. Изменения сейчас происходят сразу в нескольких населенных пунктах региона. 70% запланированных работ энергетики уже выполнили. О положительных изменениях в быту назрановских потребителей в сюжете Даны Плиевой. Точку в многолетней проблеме с перебоями электричества на улице Евлоева с этого дня поставят окончательно. За несколько дней работники сети меняют старые столбы и провода на новые. Со слов жителей и со слов работников была проведена где-то лет 40 назад, если не больше. Вот. И, соответственно, провода, которые тут были, они были голые, алюминиевые. И они уже утратили свою пропускную способность. И в итоге мы заменили полностью весь участок. Внимательно наблюдают за работой жителей улицы. Наконец-то слабое напряжение на 160 и 180 уступило место 220 вольтам, делая домашний уют Юнуса Мусиева ярче и светлее. Привыкнуть к приятным переменам оказалось не так сложно. Теперь домашние приборы работают как надо. Обрывы были везде, провода старые, 60 лет, как пролечат. Старше меня это провода проводили. И столбы старые, видишь, надо заменить их. Новый столб поставили. Конечно, рады. Сокращение потерь электроэнергии – программа, благодаря которой слабое напряжение и постоянные перебои уйдут в прошлое для жителей региона. Ее активная реализация началась еще в прошлом году. Сотрудники Ингушэнерго уже заменили старые столбы и ветхие линии электропередач в районе Гамурзиева. А в Назране такой реконструкции будет подвергнуто больше 130 улиц. В этом году уже эта программа начнет свою реализацию на 8 федерах. Это тоже порядка там 200 улиц. И на территории города Назрани и других населенных пунктов уже затронем Малгобекский, Сунжский районы и так далее. То есть это довольно-таки другой уровень, другое качество электроэнергии. Программа предусматривает замену железобетонных опор и полых проводов на изолированные и установку новых столбов на месте старых, что значительно повысит качество подачи электроэнергии в дома. До конца этого года ремонтные работы проведут также в селениях Плиева и Барсуки. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. История одного тейпа. Фрагменты истории народа в целом. В научной библиотеке ИНГУ открылась выставка «Древо ингушского народа. История моей фамилии в истории Ингушетии». В фонде научной библиотеки 1,5 десятка фамильных книг самого разного формата и содержания. Также здесь можно почерпнуть и сведения о своих предках. Экземпляры выставки составили книги и сборники из других библиотек, включая материалы, которые собирали энтузиасты о своих тейпах и передали в научную библиотеку. В экспозиции представлено небольшое количество книг. Это в основном фамильные книги о Евлоевых, Оздоевых, Албагачиевых, Базоркиных, Паргульговых, Гитагажевых, ну и другие. Также там есть посемейные списки населенных пунктов именно Владикавказского округа 1886 года. Это 4-томники. Тут можно найти ценные сведения. Это дата рождения своих предков, место проживания, семейное и имущественное положение. А также есть и книги Абу Марсагова и Шукри Дахкильгова. Там представлены уже сразу о нескольких ингушских тейпов. Вот целью нашей выставки является показать то, что у нас есть книги, хоть и малотиражные, они расходуются в основном среди родственников и не попадают в публичные издания. И мы надеемся, что кто-то заинтересуется нашей выставкой, захотят передать нам подобные исследования, книги, которые хранятся в домашнем архиве.
Число бюджетных мест в российских вузах к 2024 году вырастет на 141 тысячу. При этом по состоянию на 2020 год их количество составляет 509 тысяч. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Вопрос о распределении бюджетных мест в региональных вузах будет решаться на уровне правительства, а не министерства, так как важно поднимать уровень образования и квалификацию преподавателей. Напомним, пересмотреть действующую систему приема на бюджет было решено после заседания Совета по русскому языку, на котором выступил президент Владимир Путин. После глава государства также поднял эту тему в ходе послания Федеральному собранию. Почетное третье место заняла футбольная команда ИНГУ «Магаз» на прошедшем чемпионате ЮФО-СКФО. По итогам третьего дивизиона игроки продемонстрировали высокие навыки владения мячом, забили множество голов, в ярких матчах показали командный дух. Расслабляться футболисты не намерены. Впереди очередной сезон. Достижения футболистов отметило руководство вуза. Идрис Ижиев подробнее. В прошедшем чемпионате ЮФО-СКФО команда столицы региона ИНГУ «Магаз» показала очень яркий скоростной футбол. Благодаря сыгранному составу и хорошей тренерской работе магазовский коллектив добился положительных результатов в большинстве матчей. К примеру, яркая домашняя победа над астраханской командой «Волгарь» с общим счетом 4-1. По итогу в сезоне 2019 магазовский коллектив одержал 80% побед, благодаря чему завоевал бронзу в третьем по силе дивизионе страны. Подвести итог прошедшего сезона, обсудить грядущий чемпионат и, конечно же, наградить спортсменов за отличную работу. С такой целью в зале собрались все футболисты ИНГУ и тренерский состав. Главный тренер Тимур Зангиев отмечает высокий уровень выступления своих подопечных. В упорной борьбе была добыта, это третье место было добыто, поэтому была группа, в прошлом году мы стали чемпионами, но мне кажется, что она была слабее по уровню соперников группа, а в этом году зона была сильнее, поэтому в этой нелегкой борьбе мы заняли третье место, поэтому в первую очередь хочется поблагодарить футболистов, всех тех, кто был участен к этому результату для РСХО. В составе команды немало отличных игроков. Есть футболисты, которые особенно отличились в прошедшем первенстве. Зелимхан Ахкильгов стал лучшим нападающим и по совместительству лучшим бомбардиром чемпионата. Благодаря его усилиям команда заработала немало очков. А сам Зелимхан скромно отмечает общекомандную хорошую игру. Я бы один сам не добился этого. Благодаря команде, тренерам, болельщикам мы всего этого добились. Третье место в столь конкурентной лиге – отличный показатель, но футболисты результатом не очень довольны, если вспомнить, что в 2018-м магазовский коллектив становился чемпионом. В прошлом сезоне конкуренция была на порядок выше, однако футболисты смогли удержать планку выступлений. Призовое место, значит, сезон можно назвать плодотворным. И ребята очень хорошо играли в прошлом году, так что место заслуженное. Самый сложный матч – это, конечно, выездные. Домашние – это нас поддерживают болельщики, дома играть гораздо легче. Выездные матчи были сложные. В Чечне мы проиграли 3-2 у Шели. Очень хорошая команда, которая заняла второе место. В гостях мы играли с победителем Ростовом. Там мы сыграли в ничью, безголевую, но это был, наверное, один из самых лучших матчей, потому что ребята выложились на 100%. Следующий сезон может стать еще более конкурентным и зрелищным. Российский футбольный союз планирует внести поправки, что приведет к новому регламенту третьего дивизиона. Есть разные проекты. Один из проектов, который повышает уровень, повысит уровень третьего дивизиона, потому что, кажется, будет создана из 5 лиг ПФЛ, будет создана одна в размере 20 где-то команд. Соответственно, все остальные команды, которые не попадут в зону Ю, будут переведены в третий дивизион. Соответственно, команд будет на порядок больше и, соответственно, и борьба будет на порядок выше. Так что будем ждать, вот 13 числа мы узнаем, какая будет инфраструктура футбола в России. Впереди у команды усиленные тренировки и новый сезон. Спортсмены намерены реваншировать все неудачные встречи и вернуть чемпионство в Ингушетию. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Завтра в 21:00 в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО». Сейчас анонс главных тем выпуска.
Покоряя вершины, горный массив Тязи в эти дни стал центром притяжения экстремалов со всей страны. Во-первых, это пропагандирует здоровый образ жизни. Это в память нашей Албогачиевой, которая ушла от нас рано. В Ингушетии проходит чемпионат России по альпинизму. Рыбалка со смертельным исходом. 2 утонули, 1 пропал без вести. Нашли лодку, полную воды, вот у этого пирса, а тела погибших буквально в 100 метрах отсюда. Отдых на воде для ставропольских рыбаков обернулся трагедией. Молодые профессионалы. В их деле важно все. В Ингушетии прошел региональный чемпионат профессионального мастерства World Skills Russia. Отшельник 21 века. Идрис Исмаков переехал из города в заброшенный аул. Это уже получается цель, что это село я сохраню, чтобы его никто не тронул пальцем, даже, например, да, раз я здесь есть. И хочу фермерское хозяйство сделать, поднять. Как развивает свою ферму единственный житель села? Пушкин в стиле рэп. Прием, который позволяет школьникам учить произведения великих поэтов без каких-либо проблем. Однажды в сдерную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Лежу, поднимается медленно в гору, лошадка везущая хворост в год. В одной из школ Черкесска нашли оригинальный подход к урокам литературы. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.